Здравствуйте, уважаемые телезрители! В студии Арифа Кабба мы вновь собрали для вас самые важные события и тенденции вокруг Абхазии. Все, что актуально на данный момент, что касается нас прямо или косвенно, или влияет на имидж республики. Итак, начнем. 24 февраля исполнилось 2 года с начала специальной военной операции России в Украине. Различные аналитики, обозреватели, огромное количество СМИ дают свой анализ прошедших 2 лет военных событий в Украине. Главный редактор проекта «Политраша» Кирилл Стрельников, рассуждая на данную тему, пишет: 2 года – большой срок, и мы за ежедневными заботами и волнениями не заметили, что день за днем, шаг за шагом мы стали другими, и другой стала наша страна. Мы как-то вдруг четко и ясно поняли, что мирное будущее наших детей – это не данность, не подарок, не гарантия и не норма. За это нужно бороться, за это нужно сражаться, если надо, до последней капли, говорит эксперт. В начале 3-го года специальной военной операции России на Украине можно констатировать, что события, начавшиеся в феврале 2022 года, подобно любой большой войне последних столетий, привели к крушению многих представлений, теорий и авторитетов в политической и военных областях. Инициаторы, основные участники, да и наблюдатели со всех сторон получили и увидели то, чего не планировали и не ожидали. События, которые начались 24 февраля 2022 года, запустили цепочку исторических и переломных моментов не только в стране, но и по всему миру. За это время Россия пережила многочисленные санкции, дала импульс развитию многополярного мира и обзавелась новыми территориями, пишет обозреватель портала «Реальное время». 2 года боевых действий намечают контуры революционизирующих изменений в военном деле, возможно, предопределяющих облик войны и военного искусства на все 21-е столетие, отмечает эксперт. Издание «Коммерсант» привело цифры, отражающие отношение к специальной военной операции граждан России. 65% россиян полагают, что специальная военная операция проходит для российских войск, цитата, скорее успешно. Таковы данные опроса, проведенного с 3 по 22 февраля по случаю 2-летней годовщины начала операции. Вариант «скорее неуспешно» выбрали 15% респондентов, а еще 20% затруднились ответить. В марте 2022 года об успешном ходе специальной военной операции говорили 70% опрошенных, а к февралю 2023 года этот показатель снизился до 59%. Решение провести специальную военную операцию на Украине в ходе нынешнего опроса скорее поддержали 68% россиян, 19% скорее не поддержали. Сразу после начала спецоперации доля одобряющих это решение составляла 65%, 25% его не поддерживали, а к январю 2023 года повысилась до 68%. Среди первоочередных целей специальной военной операции респонденты сейчас, как и на протяжении всех минувших 2 лет, называют защиту России, разоружение Украины и предотвращение размещения на ее территории военных баз НАТО. Этому придерживаются 43% населения. Защиту населения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей 20%, а также изменение политического курса Украины и очищение ее от нацистов 15%. Вариант, цитата, «оккупировать Украину и присоединить ее к России» выбрали 6% опрошенных. В начале специальной военной операции таковых было 5%. Кроме того, 72% респондентов считают, что каждый россиянин должен вносить посильный вклад в успешное завершение специальной военной операции. 19% скорее не поддерживают это мнение, а 64% согласились с тем, что сейчас гражданам России нужно жить согласно принципу «все для фронта, все для победы». Скорее не согласны с этим суждением 28% при 8% затруднившихся ответить. Оценивая прошедшие месяцы специальной военной операции, журналист Юлия Витязева отметила, что за это время мы познали радость, побед и горечь поражений. Конец цитаты. Оглядываясь назад и вспоминая, как и какой ценой мы прошли этот путь, убеждена она, нам нужно идти вперед и смотреть в будущее. Нам предстоит сделать еще очень много, и мы доведем начатое до конца. Конец цитаты. Известный военный репортер Александр Сладков назвал главный урок, который был извлечен из большого украинского наступления 2023 года, на которое Запад и Киев делали главную ставку. Мы поняли, отметил Сладков, что наступать по-старому, скопом
целом уже самоубийственно. А как же тогда освобождать территорию? И мы научились. Мы стали прятать свои намерения, маскируя действия десятками ложных уколов и маневров. Мы давим всем фронтом мягко, без суеты, проминая там, где нам надо. Это филигранные действия, это уже искусство, а не ремесло. По словам репортера, характер боевых действий еще 100 раз поменяется. Причем, я уверен, под нашим влиянием и контролем, заключил он. Военный блогер Юрий Потоляка отметил, что за 2 года все стало другим, в том числе мир вокруг нас. А еще, считает он, изменилась армия. Изменения огромные, она стала много сильнее. Есть и проблемы, но они вполне решаемые. Итоги 2 лет проанализировал директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов. Его статья опубликована в журнале «Россия в глобальной политике». По мнению аналитика, на первом этапе специальной военной операции Запад уверовал в возможность при помощи комплекса военных и экономических мер нанести стратегическое поражение России. Он вооружил Украину и организовал большое контрнаступление 2023 года. К концу февраля 2023 года у российских войск, по данным американской разведки, в зоне специальной операции было 419 танков, 2928 бронированных машин и 1209 артиллерийских систем. Вооруженные силы Украины имели 809 танков, 3498 бронированных машин и 2331 артиллерийскую систему. При этом на службу в ВСУ были поставлены колоссальные разведывательные возможности западных союзников. Особенно это касается космической разведки, обеспечиваемой комплексом западных военных разведывательных спутников и аппаратов дистанционного зондирования Земли. Это позволило вести мониторинг зоны боевых действий и территории Российской Федерации непрерывно и практически в режиме реального времени. По словам Пухова, для Украины неудача летнего наступления 2023 года стала симптомом фундаментального военно-политического кризиса, продемонстрировавшего отсутствие реальных средств и ресурсов для военной победы над Россией. Уникально выгодное для Украины соотношение сил рубежа 2022-2023 года уже никогда не повторится, считает аналитик. В итоге с осени 2023 года, отмечает эксперт, по мере затухания украинских наступательных действий российские силы развернули серию атак практически по всему фронту, быстро вынудив вооруженные силы Украины утратить инициативу и перейти к обороне. Самый значительный успех достигнут в Авдеевке. По мнению эксперта, основной проблемой для вооруженных сил Украины представляется не столько нехватка вооружения и боеприпасов, сколько нежелание украинского руководства по политическим мотивам развертывать полноценную мобилизацию мужского населения моложе 25 лет. Сейчас мобилизации подлежат только лица старше 30 лет. По оценке директора Центра анализа стратегии и технологий, соотношение сил в зоне специальной военной операции, где России противостоит объединенный военный потенциал Запада, делает неизбежным затяжной характер боевых действий. Цитата: «Москва, скорее всего, намерена продолжать боевые действия как минимум до 2025 года, а возможно и далее, в ожидании достижения мощного военного превосходства над Украиной», заключил эксперт. В нашей сегодняшней передаче на данную тему мы побеседовали с заместителем республиканской общественной организации Айтгалара Ишсом Какале.